Чао тутти! Всем привет! Просыпайтесь, пробуждайтесь. В мире весна. На острове Сардинии из каждого камня ключом бьет живая зеленая энергия, великое множество цветов и ароматов. И от этого наша каменная итальянская красотка еще ярче, наряднее. Рада приветствовать вас на канале о ней. Мамма мия, красотка Сардиния! Итак, поехали. Поговорим о весне на Сардинии. Как оно, что интересного проходит? Тот, кто приедет сюда весной, обязательно увидит этот цветок. Карпобротус или инжир гаттентотский. И пусть вас не шокирует, что от него избавляются, потому что он здесь алиено, чужой, но его бы никто не трогал, если бы после своего цветения он не превращал чудесные приморские берега в пустыню, уничтожая, как настоящий заядлый колонизатор, все местные растения. Поэтому его красота манящая, но недолгая, длится всего 10 дней. Советую, если вы его видите, бежать фотографироваться, потому что, возможно, скоро приедет большой трактор, который варварски удалит половину из этой красоты, если не всю. Но что же делать? Эта красота опасная, хищная. Прямо как в жизни нужно держать ухо востро. А это у меня в руках не ландыши, это дикий чеснок. Если увидите, возьмите, добавьте в омлет, очень вкусно. И в марте-апреле берега заливов, в частности Ла-Мадалены, горят золотыми пушистиками, мимозой и цветками желтой акации. В них приятно залезть, пофотографироваться, полежать там с книжкой, почитать что-нибудь интересное. Очень такое успокаивающее, расслабляющее мероприятие. Понаблюдать за дикими птицами, которых весной много. И еще весной в городе Сасари проходит традиционное мероприятие, которое открывается вот таким фестивалем. Днем центральная улица города представляет из себя огромный рынок, где можно купить домашние сыры, вино, потрясающе вкусные вещи, какие-то национальные сувениры, например, изделия из пробкового дуба. На фудкортах по древней традиции, именно в Сасаре, жарят бесчисленное количество угрей. Довольно вкусная штука. А вот вечером люди приходят на концерт, где исполняются именно сардинскими исполнителями какие-то известные песни. И это не обязательно какой-то фольклор. Вы, наверное, уже задаетесь двумя вопросами, что за мероприятие и когда. Итак, мероприятие называется «Кавальката». От слова «кавалло» – лошадь. Главная часть фестиваля проходит в последнее воскресенье мая, а вот рынок и концерт, где, кстати, обычно танцуют национальные танцы, это проходит в субботу, в преддверии. Итак, что же из себя представляет кавальката? Что это за мероприятие такое? Это демонстрация уважения сардов, сардинского народа к своим традициям, любовь к своей культуре, способность сберечь и передать великое наследие предков. А народ сардов трудолюбивый, добрый. Посмотрите, как улыбаются девушки, красавицы. Люди миролюбивые. И если бы на них не нападали то испанцы, то корсиканцы, то и жили бы они спокойно, мирно своим трудом на своей прекрасной земле, которая, по легенде, им досталась со своей красотой лазурного моря, за труды. Бог наградил сардов, по легенде, которые на каменной почве, первоначально безжизненной, силами своего труда стали возделывать потрясающе вкусные вещи. В Сасари съезжаются представители всех городов и деревень Сардинии. Идут в национальных костюмах, характерных для своей местности. Несут продукцию, которая является их предметом гордости. А вот то, что вы видите сейчас, это демонстрация почитания культа, который происходит из древнейших верований, культа рогатых богов, которые защищали и оберегали сардов. И по древнейшим легендам именно здесь жила богиня смерти, перевоплощенная в богиню Луны, выбравшая в качестве возлюбленного быка, бога-быка. И именно здесь, в таком рогатом тандеме, они охраняли и оберегали подземный мир, мир мертвых, и давали возможность душам переродиться. Культовой личностью является, конечно, на Сардинии личность пастуха. Пастухи обычно носят черный наряд, на них черные маски деревянные или же лица обмазаны сажей. И это такой символ
С одной стороны, единение с природой, с землей, и с другой стороны, это такой символ сил судьбы, которым козлик сопротивляется, выбиваясь из сил. Обычно есть еще персонаж женщины Филонзана с прялкой в руках, которая наматывает нить жизни на веретено судьбы, подобно греческим мойрам. А козлик может баловаться, хватая понравившуюся девушку. А почему козлики? Ну, потому что не только бык, но еще и козел, олень являются такими сакральными животными, способными жертвовать человеку молоко, мясо, к сожалению, шкуру. И это такое почитание, дань уважения, что эти животные приносят такую жертву, то есть отбирая у них жизнь, употребляя какие-то продукты, сделанные на основе молока. Народ Сардинии так ритуально благодарит, возможно, природу, одеваясь в шкуры, надевая рога, но не дай бог показать 2 пальца в какой-нибудь сардинской деревне мужчине. Это могут расценить, скажем, нехорошо, потому что этот жест обозначает рогоносец. Мы видим, что каждый участник обвешан такими колокольчиками, которые используют для ритуального танца. Это шествие называют мамутонос. Древние сардинские воины носили всегда рогатый шлем. Мамутонос всегда 12 по числу месяцев. И такие рогатые божественные сущности ведут свое начало еще со времен Минотавра. На Крите были легенды не только о нем, но и о Минилафос, человек-олень, и Минотрагус, получеловек, полукозлик. Также есть предание о том, что на Сардинии пленных завоевателей сарацинов нарядили в шкуры с колокольчиками и с позором повели по улицам острова. Из сардинских языческих культов богиня смерти, богиня луны – это дочь богини жизни. Вот так парадоксально жизнь породила смерть. Ее здесь называли белой богиней. Изображали без рта, с лицом, на котором был большой нос в форме клюва. Ну и по легендам, эта богиня прошла довольно много этапов перерождения. И в последних источниках она называется богиней Луны. Обычно вот такое зрелище показывается на карнавале, именно сардинском, национальном. Он проходит во время Пасхи, но было также принято решение показывать его и на кавалькаде. Посмотрите, какие яркие, красивые национальные одежды у девушек. Платочки, все вышито вручную. И одежда такая очень и очень дорогая. Один наряд может стоить больше 18 тысяч евро. Конечно, это здорово, когда у народа есть свое лицо, свои традиции. Вот женщины в черном – это вдовы, которые могли носить траур по мужу всю жизнь. И вот такие красавицы идут следом, юные. Кстати, молодежи очень много, что радует. Как я уже говорила в одном из своих репортажей о городе Тенура, где на стенах мы увидим изображение вот таких красавиц. Если помните особенность Тенуры, это муралес. Изображение на стенах домов. Смотрите, какая алая юбка в сочетании с бордо, с белым фартуком, очень элегантно. И вот даже самые маленькие участники дружно шагают, взявшись за руки. А вот как выглядят эти герои на мурале в деревеньке Тенура. Яркие, красивые, прямо как в жизни. И снова вернемся на кавалькаду. Обратили внимание, что головы женщин в основном у всех покрыты платочками или какими-то косыночками. А вот у молодых людей, у мужчин на головах такая удлиненная черная шапочка, как будто носочек. Но все равно одежды довольно богатые, пылающие цветом. И вот мы видим гармонь, да-да. На Сардинии гармонь тоже является национальным инструментом. Не только в этой группе, но и в других мы с вами это еще увидим. Прекрасная девушка в фиолетовом фартуке несет хлеб. Значит, то место, откуда они приехали, на Сардинии славится, видимо, именно производством хлеба. Также могут нести в руках ковры, оливки, колбасы. И вот такая интересная гильдия водяных с зелеными бородами шагает мимо. Очень интересные у них костюмы. Может быть, даже это не водяные, может быть, это лешие, духи, оберегающие сардинский лес. И вот гордо шагает семья с маленьким. Il bambino piccolo, piccolissimo. То есть ребеночек еще совсем маленький, но уже гордо едет на руках у папы, демонстрируя всем, что он родился на Сардинии, на прекрасном острове, где берегут свои традиции, не стесняются наряжаться, не жалеют денег на дорогостоящие костюмы. И откуда пошла такая традиция проводить кавалькату? Спросите вы, и где лошади? Ведь от слова кавалло, кавалло лошадь. Первая кавальката состоялась где-то в 1711 году, когда Сардинией завладели испанцы. Жители провели для них такое зрелищное представление, марафон,
чтобы чужаки увидели, что они пришли на землю, у которой есть своя особенная культура, свои прекрасные традиции, свои наряды, вкуснейшая кухня. И чтобы не иметь здесь проблем с местным населением, нужно, конечно, это все уважать. И такой массовостью показать, что жители патриоты, что они не дадут себя поработить и растворить в чужой культуре. И сейчас мы понимаем, что если бы сарды тогда этого не сделали, возможно, попав под господство испанцев, люди с веками забыли бы свою культуру, скопировав непринятое имя навязанное. А для народа это большая трагедия. Так же, как для человека, который копирует полностью манеру другого, как следствие может потерять себя, не понять своей миссии в этом мире, какое дело приносит радость и удовольствие от жизни, какой образ, какой костюм твой, что есть ты. Посмотрите, какая красивая семья прошагала мимо. А вот еще одна элегантная пара. Ну и возвращаясь к истории, все же официальной датой начала кавалькады считается конец XIX века, 1899 год, когда остров Сардиния решила посетить королевская чета Умберто I и королева Маргарита. И вот тогда праздник прошел действительно во всей красе, в полном размахе, потому что жители уже были свободны, были уже под флагом Италии, как и раньше, и это, пожалуй, сделало праздник настоящим. А вот туристический оттенок праздник принял только в 1951 году. Я не раз говорила, что туризм на Сардинии стал развиваться более активно где-то с 1960 года. А теперь поговорим, почему кавалькада. Где лошади? Пока мы видим прекрасных людей, нарядных, ярких. Обратите внимание на сочетание цветов, самые неожиданные. Как будто действительно сардинские женщины берут краски у самой природы, чтобы создавать свои образы. Итак, праздник состоит из двух больших частей. Первая часть – это такое костюмированное шествие с демонстрацией каждой части Сардинии своих нарядов, своей продукции. Даже вот мы видим древних религиозных верований. Снова мамутонос появились. А вот вторая часть шествия будет уже на лошадях. Кстати, они уже в масках быка. Помним, что бог-бык был супругом богини смерти. И, как я сказала, вторая часть будет на лошадях. То есть будут ехать наряженные прекрасные всадники и даже всадницы. И кони, вы увидите, будут просто великолепные, блестящие, сияющие. Словно пегасы, которые как будто бы поднимутся с земли прямо в небо. А сейчас обратите внимание на прекрасное молодое поколение, так контрастно одетое, черно-белые и бело-красные тона. Такое классное платье, ярко-красное с золотым узором внизу. И вот женщины довольно строго наряженные. Это уже взрослые представители этой же деревеньки или города. Красавицы. И снова видим гармониста. И еще в кавалькаду будет входить отдельное представление с акробатическими трюками на лошадях, которое называется парилья. Всадники на лошади в маске, в национальном костюме, на скорости будут пытаться снять подвешенную, довольно высоко пятиконечную звезду. Ее нужно будет надеть на шпагу. Это одиночное соревнование, а следующая часть уже акробатические трюки, где 3 всадника на большой скорости должны показать на лошади какой-то трюк, конечно же опасный, и главное удержаться на лошади, никого не потерять. Так как это кавалькада прошлого года, я еще не знала, что буду создавать канал, и довольно-таки устав от первой части мероприятия, на акробатические трюки, на вот это соревнование мы не поехали. Но зато будет что показать вам новенького уже в этом мае. И снимать, конечно, буду уже по-другому, в горизонтальном положении, постараюсь найти место поближе. Потому что, как вы видите, людей на этом мероприятии очень и очень много. Кстати, было довольно-таки жарко, поэтому советую, если приедете смотреть, лучше заранее прийти и найти себе местечко в тенечке, поближе к дороге, чтобы вот никакие головы, как мне сейчас, не мешали видеть ковер, который несут гордо представители какого-то прекрасного сардинского места. И вот, пожалуй, я вижу первую девушку, которая, во-первых, играет на гармонии, во-вторых, у нее не было головного убора. А вот и юные гармонисты гордо прошагали, аккордеоны в 2 раза больше, чем они,
Я тоже, когда училась в школе, играла на аккордеоне. И я помню, что это довольно-таки тяжелый музыкальный инструмент. Но воспоминания у меня с ним связаны теплые, хорошие, приятные. Это была возможность всегда порадовать родителей музыкой дома или на музыкальных концертах в школе. И посмотрите, какой ангелочек едет на руках у папы. Прелестно. И вот уже идут в огненных облачениях из Зохадорос. Всегда там, где есть Мамутонос, есть и они. Это изображение ловкого, умелого воина, владеющего искусством лассо. На карнавалах из Зохадорос могут накидывать лассо на Мамутонос, усмиряя их таким образом, а еще могут баловаться и накидывать лассо на какого-то зрителя или зрительницу и пробовать ее вытащить на дорогу, но не физической силой, конечно, а силой приглашения. Если не хочет, трогать не будут. Считается, что пойманного человека ждет удача. Так что, если вы попались в лассо, радуйтесь. Вот так они забавно припрыгивают, чтобы бросить веревку. И вот тоже идет большая компания прекрасных дам, одетых как в ярко-красные, так и в различные другого цвета цветные юбки. Вот даже есть девушка в золотом, яркий оранжевый фартук я увидела, вот голубой с розами красивый. Конечно, выглядит очень зрелищно. Мужчина, который был рядом со мной, не уставал аплодировать, кричать «Браво!». И так принято. Каждую группу, которая проходит, обязательно люди встречают такой реакцией дружественной, аплодисментами, криками «Кебелло!», то есть «как красиво!». То есть тем самым поддерживают участников, наряды которых могут быть как довольно-таки плотными для жары, так и довольно-таки тяжелыми. Вот, например, этой девушке в черном явно в эту жару было непросто. И молодожены, посмотрите, какая прелестная пара. И вот начинается вторая часть. Едут всадники на прекрасных, красивых, ухоженных лошадках. Но вот эта лошадка явно себя чувствует неспокойно от большого количества людей, видимо. Вот это какая рыженькая, посмотрите. Потрясающий цвет. Почти у всех лошадей хвостики скручены в красивые косички. На шее невероятной красоты уздечки, украшения. И, конечно, Сардиния славится еще и своими лошадьми. Есть специальная порода, которая особенно славится на Сардинии. Сардинский англо-араб. Но не только это, конечно же. Здесь много мест, где можно во время своего отпуска, или если вы живете на Сардинии, совершать прекрасные поездки верхом. Недалеко от моего дома, на Ла-Мадолене, я часто вижу туристов-всадников, которые грациозно скачут по тропам в окружении ажурных сардинских скал. И вот такая яркая компания приехала, люди машут зрителям рукой. Вот тоже, конечно, классно, когда люди так преподносят себя, презентуют красиво, как настоящие артисты. Чувствуют себя уверенно, свободно. И вот уже двигаются всадники на белых лошадях. Обратите внимание, что в составе этих всадников в центре едет девушка. Такие красивые лошади, конечно. Такой у них благородный вид. Потрясающе ухоженные. И на маленькой лошадке едет даже ребенок. Все ему машут. И вот, возможно, его мама тоже едет следом. Вот такие интересные костюмы в таком каком-то турецком даже стиле. Напоминают турецкий стиль, потому что явно это какое-то место Сардинии, где такой костюм считается национальным. И, безусловно, представляет из себя что-то весьма оригинальное, чего нет в других местах, потому что в Италии так везде, и на Сардинии тоже какой-то город, какой-то населенный пункт отличается своим блюдом, своими какими-то традициями. Обязательно что-то будет, чего вы не найдете в другом регионе Италии, в другом даже городе на Сардинии, только здесь. То есть, если вам что-то такое национальное предлагают попробовать, может быть, стоит согласиться, потому что, возможно, вы это больше нигде и не найдете. То есть в Италии, на Сардинии в частности, это наше слово «потом», оно
может сработать против нас. Так бывают какие-то сезонные сладости или сезонные какие-то коллекции, которые есть только сейчас. Может быть, потом их вообще больше никогда не будет. И уникальная возможность купить тоже одна. Какое-то, может быть, уникальное блюдо, которое они готовят экспериментально только сейчас, а потом, может быть, они его вообще не будут больше готовить, кто их знает. И вот как красиво, дружно, посмотрите, скачет многочисленная группа грациозных всадников. И всадниц, вот снова видим женщину. Что касается верховой езды, как я уже сказала, на Сардинии это очень популярно. И кататься на лошадях здесь, конечно, в окружении такой величественной природы одно удовольствие. Тут буквально вчера получила один комментарий, где было написано, что Сардиния одни камни. Но вот действительно жаль, когда люди приезжают и видят только камни. Просто если мы свой угол зрения сузили до того, что видим только что-то, что нам кажется, пожалуй, может быть, не самым привлекательным, холодным, мы же не даем себе возможность увидеть больше, увидеть за этими камнями что. А в камне часто на Сардинии везде среди камушков пробивается жизнь, пробивается какой-то удивительный цветок. Сколько потрясающих лесов, которые похожи на брокколи. Сколько удивительных животных, насекомых. Здесь в камне жизнь, настоящая жизнь. Не говоря уже о том, что сами камни, они тоже часто... О, вау, бравые наездницы, посмотрите, проезжают мимо, какие у них шикарные юбки. Возвращаясь к нашему разговору, камни представляют из себя как природные скульптуры. Можно в них увидеть животных, людей. Здесь есть камни-пещеры, где можно смело прилечь отдохнуть. Все зависит, опять же, от того, какими глазами мы смотрим, какое настроение мы себе создаем. И, конечно, если будем ограничивать себя, смотря, допустим, только себе под ноги и не видя ничего дальше, то мы себе создаем большие сложности даже в реализации своей мечты. Быстрее она воплотится у того, кто смотрит на мир широко, у кого к тому же еще сильное воображение, и кто смотрит на мир с любовью, любуясь его красотой, находя в ней свое отражение, что нравится лично нам, вылезти из своего кокона, чтобы стать прекрасной бабочкой. Как стала наша гусеница-дракон, если вы ее помните, в одном из моих сюжетов. Наконец-то это свершилось. Уже в коконе видны были крылышки. И вот она, прекрасное новорожденное дитя. Прекрасное дитя, которая родилась, чтобы наслаждаться этим миром, его украшать. Как уже стал и еще станет украшением каждый участник нашей сегодняшней кавалькады, как и мы, хотелось бы, украшали этот мир своей добротой, отзывчивостью, бережным отношением к природе, любовью и, конечно, уважением к людям, к труду и, конечно, к себе, с каждым днем становясь прекраснее и прекраснее, и видя в жизни не только камни, а много других прекрасных вещей, живой, теплой, классной энергии. Давайте будем находить такую, обмениваться ей взаимно, уходить от плохой, не стоять среди толпы людей, которые критикуют камни за то, что это камни, не видя в них очертаний прелестных фигур. Давайте видеть больше и порхать, несмотря ни на что. Мир красив и удивителен везде, все зависит от того, как мы смотрим. Друзья, если понравилось это видео, отметьте, пожалуйста, лайком, я старалась. Будет новое видео о кавалькаде этого года в конце мая. Если вас интересует, что интересного можно посетить весной на Сардинии, то задайте мне вопрос в комментариях, постараюсь найти на него ответ. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, если смотрите мой канал впервые. Всем отличного дня, чудесного настроения, наша жизнь чудо. И если вы сейчас видите гриб, значит, с вашим воображением точно все в порядке. Ведь это знаменитая скала Гриб города Арцакена. Но об этом другая история. Чао!